С раннего утра в Малгобекской центральной районной больнице и шагу негде ступить. Чтобы люди не стояли в долгой очереди, прямо во дворе установлены палатки, где жители района могут взять свои карточки и подписать добровольное соглашение на виды медицинских услуг. Приезд врачей стал возможным благодаря договоренности, достигнутой между главой Ингушетии Нузбеком Евкуровым и руководителем медико-биологического агентства России Владимиром Уйбой. Более 50 медиков, большинство из которых специалисты узкого профиля, проведут масштабную кампанию по диспансеризации населения региона. Цель и задача, то есть это все-таки охватить максимальное количество людей, да, ну, соответственно, да, обратившихся к нам, да, и совместно с местными врачами, с местными коллегами мы будем работать. Это и выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, и решение вопроса дальнейшего лечения, либо это здесь, на территории республики, либо это в федеральных клинических центрах Федерального медико-биологического агентства. В детской поликлинике буквально не протолкнуться. Десятки родителей с маленькими пациентами столпились у входа к специалистам различного профиля. Приезду врачей такого уровня здесь только рады, ведь самое главное для каждой мамы – это здоровье ее ребенка. Ну, конечно же, диспансеризация очень важна. У нас как таковых проблем никаких не было, но тем не менее, когда нам позвонил педиатр и сообщил, наш участковый педиатр сообщил нам о том, что приезжают врачи хорошие, московские, мы сразу же пришли. Здесь на месте нам выдали карты, сказали, по каким кабинетам нужно пройтись. Мы прошли по всем врачам. Очень вежливые и добрые врачи нам попались. Очень хорошие, все осматривали, все смотрели. С детьми очень хорошо себя ведут, если честно. Профессионально себя ведут. Дети их не боятся, все хорошо. А тем временем, пока некоторые родители дожидаются своей очереди, в кабинете педиатра проходит обследование маленький пациент. Врач-педиатр и невролог в одном лице внимательно осматривает мальчика и дает назначение. Диспансеризация, она очень важна. Особенно детского населения, учитывая наше время, нашу экологию, нашу ситуацию. Лучше предупредить и выявить заранее болезнь, чем потом уже как-то корректировать ее последствия. Обследование проходит не только в здании районной больницы. На улице пациентов ожидает целый мобильный комплекс Федерального медико-биологического агентства, который включает в себя несколько специализированных автомобилей. В составе сводного медицинского отряда работает экспресс-лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием. Например, результаты анализов предоставляет пациентам в течение 1 часа. Это вот у нас гематологический анализатор Хемолюкс-19, который выполняет общий анализ крови. Он показывает 11 показателей. Здесь входят и гемоглобин, эритроциты, все основные такие показатели. Есть биохимический анализатор, который выполняет уже широкий спектр. Это все печеночные, урологические все пробы. Также здесь все желающие могут пройти флюорографическое обследование и маммографию. Последнюю процедуру женщинам настоятельно рекомендуют проходить в полгода 1 раз. Маммография – один из методов, когда идет раннее выявление именно онкологии. Поэтому очень рекомендуем, чтобы женщины приходили, не боялись, потому что это не больно, в конце концов. Неприятно, может быть, но это не больно, и ничего страшного в этом нет. Дозовая нагрузка рентгеновская невысокая, поэтому нужно посещать онколога-маммолога и делать маммографию вовремя. Во взрослой поликлинике сегодня также многолюдно. Многие пришли пройти медосмотр у опытных врачей. Тем более, что далеко выезжать не нужно, ведь специалисты сами приехали в их район. Если в детской поликлинике картина обстояла лучше, то во взрослой врачи отмечают, что люди в возрасте особо не стремятся пройти обследование, но каждый должен отдавать себе отчет, что это необходимо в первую очередь им самим. Очень много, к сожалению, запущенных случаев. Это в основном люди пожилого возраста, которые по разным причинам просто не ходят к врачу. Либо далеко, либо просто не хотят, либо, лень, я не знаю. Потому что если не лечиться, то ситуация будет только ухудшаться.
И большинство болезней связано, конечно, с тяжелым физическим трудом, с подъемом тяжести, ну и так далее. То есть это все обусловлено факторами образа жизни. Как отмечает министр здравоохранения региона, регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения. Вот эта совместная работа наших врачей с докторами ФМБА, она даст свой положительный результат. И если мы в эту акцию сможем выявить как можно большее количество людей, имеющих какие-то либо заболевания на начальном периоде, это, соответственно, сохраненные жизни, это сохраненное здоровье людей и жителей Республики Ингушетия. Поэтому, конечно, вопрос очень важный и нужный. Врачи сводного медицинского отряда пробудут в Ингушетии до 25 апреля. За это время столичные специалисты планируют посетить все населенные пункты Ингушетии. Конечным пунктом приема станет Джейрахский район. Светлана Томова, Гапурчах, Киев. Новости 24.